В начале пресс-конференции минутой молчания почтили память о Фазиле Искандере. Начинается наш юбилейный фестиваль. Ушел великий абхаз, главный абхаз Фазиль Абдулович. Вечная память, и мы его очень любим. И мы посвящали один из фестивалей творчеству Фазиля Искандера, и для меня это отдельная гордость. И спасибо ему за то, что он абхаз, за то, что у нас есть возможность сказать, что он абхаз. И это будет и дальше великой гордостью, что мы были рядом и что мы жили в одно время с таким человеком. Режиссер оперного спектакля «Медея», художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель рассказал, что вечером накануне открытия фестиваля предстоит сложная репетиция. Специалисты по звуку должны настроить микрофоны для оркестра, солистов, для хора, так как акустическая разница при игре спектакля в помещении и на открытом воздухе большая. Вчера был такой присмотр, как идет монтировка декораций, как соотносится наша декорация с окружающей природой. Это всегда опасный момент, перенос спектакля из закрытого театрального помещения на открытый воздух. Вокруг мощные природные пейзажи Абхазии, море, деревья, горы, и наша сцена оказывается, в общем, маленьким таким частным моментом в том, что создал другой режиссер, который будет значительно покруче, Господь Бог, понимаете? Вот. Но мы постараемся на этом маленьком пространстве, тем не менее, сделать все, чтобы максимально передать наш спектакль, и чтобы Хибла была в нем абсолютной царицей, как Медея. Исполнительница главной партии в одноименной опере «Медея», народная артистка Абхазии России Хибла Гирзмава отметила, что с трепетом ожидает выступления на открытой площадке Сухумской крепости. Я вчера смотрела и видела эту открытую площадку и трепещала как девчонка, потому что я такого никогда не видела в Абхазии. И я надеюсь, что я в медейской царице прозвучу. И за это нужно сказать отдельное спасибо Александру Борисовичу Тителю, моему московскому театральному папе, который когда-то увидел во мне Медею и никогда не думала, что я могу бегать вот там в Пицунде между 7 и 8 корпусом, где стоит у нас потрясающий памятник Медеи, и мы его ужасно боялись. Я никогда не думала, что я буду петь эту трагедию. Сегодня пройти очень трудную, важную репетицию. Самое главное, что шеф наш рядом, и оркестр, и хор, и нас очень много, и я надеюсь, что спектакль у нас получится. За все 15 лет существования фестиваля впервые в Абхазию привозят цельный оперный спектакль. Я понимаю, что это огромное усилие для республики. Здесь целый хор академического театра. Это не менее 60, а может быть и 70 человек. Я точно сейчас не знаю количество наших артистов хора, которые приехали сюда. Это полный состав оркестра во главе с главным дирижером Феликсом Коробовым, которому мы приготовили этот спектакль. Это артисты Миманса, это солисты, это вся техническая бригада. То есть монтировщики декораций, операторы, осветители. На самом деле создать музыкальный спектакль, это иногда кажется, мы смотрим оперу и опера. А на самом деле это ужасно трудоемкое и дорогое искусство. Александр Титель отметил, что в опере «Керубини» партия Медеи очень трудная для исполнения, и чтобы справиться с ролью, необходимо быть большим мастером, которой является народная артистка Абхазии России Хибла Гирзмава. Это очень плотная сопрановая партия, и мне было ее жалко, потому что ей нужно было опускать голос. Это трудно, это небезопасно, для этого нужно уже быть мастерицей. Я дождался, когда она стала мастерицей. Я говорил, конечно, мастер. И я
недолго убеждал ее, что это, пусть это не популярное, но это пела Мария Каллас, понимаете? И сделала эту оперу известной во всем мире, она была фактически забытой. Но, может быть, когда я думал, что она должна быть Медеей, а Хибла, когда примеряла к себе эту роль, эту музыку и выслушивала меня, возможно, где-то в мозжечке у меня и у нее было то, что когда-нибудь мы это привезем сюда. Потому что, я же понимал, она родом из этих мест, из тех же мест, откуда родом и Медея. Спектакль «Медея» будет показан абхазскому зрителю в оригинальном составе. Ни в труппе, ни в хоре, ни в составе солистов никаких изменений нет, подчеркнул Титель. В Абхазии зрители смогут насладиться зрелищным действием на сцене именно таким, каким его увидела жюри, присудившая Хибле Гирзмава престижную театральную премию «Золотая маска» за исполнение главной роли. На пресс-конференции из уст Хиблы Гирзмава не раз звучали слова благодарности в адрес мецената Николая Ачба за поддержку фестиваля. Я очень благодарна моим друзьям-меценатам, которые столько лет, на протяжении многих лет стояли рядом и делали наш праздник и наш фестиваль, который родился в Абхазии, живет и будет дальше жить. Хотела бы поблагодарить Николая Ачба, главного мецената фестиваля, потому как все-таки без меценатства такие масштабные проекты невозможны. Поэтому я отдельно хочу ему сказать огромное спасибо. Спасибо Министерству культуры и президенту. Спасибо огромное за поддержку. «Спутник Абхазия» подготовил сюрприз для Хиблы Гирзмава. Архивное видео 1995 года, на котором тогда еще начинающая оперная певица делится своей мечтой о проведении музыкального фестиваля в Абхазии. В рамках пресс-конференции было объявлено имя победителя викторины, проведенной «Спутник Абхазия» среди подписчиков в социальных сетях по теме фестиваля Хибла Гирзмава приглашает. Ливану Лагула вручили 2 билета на концерт опера «Джаз-блюз», который пройдет во второй день фестиваля. Амра Амиджба Саидайба, Абхазское телевидение.